Российское министерство обороны подтвердило факт гибели российского солдата в Сирии. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством после отдыха от дежурства. Имя контрактника не называется. Сегодня утром о погибшем солдате написала группа исследователей Conflict Intelligence Team. Волонтеры наткнулись в сети на вот такое сообщение. Вадим Костенко. Помним, любим, скорбим. В публикации говорится, что речь идет о военнослужащем 834-го учебного центра ВВС Костенко Вадиме Александровиче. Ему было 19 лет. Его похоронят на Кубани, на хуторе Гречаная Балка. В переписке родственники солдата подтвердили гибель Вадима. Предположительно, он подписал контракт с 960-м штурмовым полком 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и ПВО. Она расположена на военном аэродроме Приморск-Ахтарск. Оттуда, по словам родственников, и приезжали военные, которые сообщили близким страшную весть. Вадим Костенко, судя по специальности, служил на аэродроме на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Обслуживал российские штурмовики. Дальше слухи. Близкие Вадима говорят о том, что погибло 10 человек. Доказательств этого в сети пока не нашлось. С родственниками уже поговорили журналисты, и скрывать факт гибели солдата в Сирии стало невозможно. Министерство обороны России опубликовало короткий пресс-релиз без указания имени погибшего. А других ничего. Данные о потерях военных в результате проведения спецопераций в мирное время в России засекречены указом Владимира Путина, и его оспаривают в суде адвокаты и журналисты. Из-за завесы секретности остаются вопросы о том, как погиб российский солдат на самом деле. В интернете люди предполагают всякое, и что его убили в городе, и что в результате несчастного случая произошел подрыв боеприпасов.